предприниматели, рад вас приветствовать на федеральном форуме «Цифровой алмаз» и на нашем пленарном заседании, создавая альтернативную инфраструктуру, российские решения в глобальной IT-инфраструктуре из стран БРИКС. Прежде всего, пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить организаторов форума Сан Сергеевича за возможность принять в нем участие. Раньше наблюдал за ростом форума, что называется, со стороны. Радостно наблюдать, что он стал действительно состоявшейся площадкой для дискуссий федерального уровня, а начиная с этого форума шагнул за пределы России, о чем, собственно, и говорит тема нашей пленарной сессии, пленарной, как я надеюсь, дискуссии. Поговорим мы сегодня о том, какая альтернативная цифровая инфраструктура должна сложиться в новом многополярном мире, какую роль в создании этой инфраструктуры должны создать российские разработчики, Россия в целом, российские регионы и прочее, прочее. Разумеется, продолжим разговор о технологическом суверенитете России в целом, о том, что еще необходимо до нас строить внутри страны в целом, внутри регионов, и также о многом другом. Традиционно длительных вступительных речей не буду говорить. Позвольте представить наших спикеров и очень попрошу встретить их аплодисментами. Итак, с нами сегодня глава Республики Саха-Якутия Айсен Николаев. Цифрового развития связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Андрей Зарипин. Начальник управления центрального аппарата Сбербанка Иван Юрьевич Никитин. Вадим Желтухин, директор направления IT компании «Алрос». Вице-президент подразделения по цифровым регионам ПАО «Ростелеком» Денис Семенцев. Также у нас есть 3 спикера первого ряда. Обязательно их сегодня выслушаем. Уверен, темы будут интересны. С нами сегодня Александр Бодров, руководитель кластера видеоигры и анимации агентства Москвы. Дмитрий Михайлович Агафонов, заместитель генерального директора компании «Бюро 1440». И наши гости из Китайской Народной Республики, генеральный директор Сиамской научно-технической компании. Добрый день, коллеги, друзья. Но прежде чем мы перейдем к обсуждению заявленной темы, я бы хотел начать это пленарное заседание, эту пленарную сессию с торжественной церемонии вручения государственных стипендий первого президента Республики Саха-Якутия Михаила Ефимовича Николаева. Знанием победишь. Стипендия была Николаеву в 2002 году и была призвана активизировать педагогическое мастерство и новаторство, оказать поддержку одаренным и талантливым детям, содействовать концентрации творческих сил, энергии и воли общественности во имя будущего нашей республики. Знанием победишь – это признание профессионализма педагогов и высоких образовательных, интеллектуальных и творческих достижений молодежи. Начинаем церемонию вручения государственной стипендии первого президента Республики Саха-Якутия Михаила Ефимовича Николаева «Знанием победишь» за выдающиеся способности в учебной, научно-исследовательской деятельности. Государственная стипендия первого президента Республики Саха-Якутия «Знанием победишь» вручается Мардину Артему Александровичу. Оконечниковой Анастасии Васильевне, студенту 5-го курса Федерального государственного образования Северо-Восточный федеральный университет имени Максима Кирилова. За выдающиеся способности в исполнении классической хореографии и учебной деятельности стипендия первого президента Республики Саха-Якутия «Знанием победишь» вручается Нагоницыну Алексею Александровичу, обучающимся второго курса Государственного профессионального образовательного учреждения Республики Саха-Якутия Якутская полезная школа имени Аксиньи Натальи Пасинской. За подготовку лауреатов и дипломантов межрегиональных
олимпиады, всероссийских, международных конференций и конкурсов государственная стипендия первого президента Республики Саха-Якутия вручается Романову Юрию Николаевичу, учителю информатики Государственного образовательного учреждения физико-технический лицей имени Владимира Владимирова. За подготовку победителей и призеров межрегиональных, всероссийских, международных олимпиад и конкурсов государственная стипендия вручается Косылбаикову Илье Гаврилевичу, учителю математики Государственного государства физико-технического образовательного учреждения Республиканский лицей. За значительный вклад в развитие образования, культуры и искусства государственная стипендия вручается Петровой Клавдии Васильевне, директору муниципального бюджетного учреждения культуры, Дома народного творчества ЭИГ, муниципального образования Асаганский комитет, муниципального района Вилюцкий УУС. За весомый вклад в развитие системы образования и науки в республике государственная стипендия вручается Черосову Михаилу Михайловичу,